свежей статистике по ковиду за сутки заболело 218 человек, умерли 5. В антилидерах Сыктывкар и Ухта, кроме того, активно начали болеть и жители сельских районов. Больше всего в Карткировском, Усть-Вымском и Сыктывдинском. Это тревожная динамика, ведь до недавнего времени новые случаи заболевания практически не регистрировались на селе. Штаммы, которые сейчас циркулируют, а это в основном британский и индийский, очень злые. Так, если в прошлом году из 10 человек в госпитализации нуждались 2-3, то сейчас до 80% заразившихся в итоге попадают в больницу. Именно поэтому в Коми были открыты дополнительные койки в республиканской клинической больнице. Однако и их, судя по всему, скоро не останется. Так, из 1906 мест занято уже 1570. Конечно, такими темпами если мы будем прирастать, то мы в общем, столкнемся с ситуацией, что нам уже будет просто не хватать никаких резервов коек. При этом каждый раз я говорю о том, что койки сами по себе, их невозможно взять и просто так открыть. Это дополнительное финансирование. На сегодняшний день Министерство здравоохранения Республики Коми запросило дополнительно в правительстве более 150 миллионов для как раз оснащения вот этих новых коек аппаратами ИВЛ, оксигенаторами, медикаментами, СИЗами, ну и оплата врачей среднего и младшего медперсонала в красной зоне. Привитых сегодня 134 296 жителей республики. Как отметил глава Коми в своем обращении, вакцину получают примерно 3100 человек в день. Но и этого пока мало. Для достижения коллективного иммунитета как можно скорее нужно, чтобы цифра выросла вдвое. При этом вакцины в Коми хватит примерно на неделю. В наличии 22 тысячи доз. Накануне в Минздрав России было направлено письмо с просьбой о выделении еще 70 тысяч вакцин. А чтобы ускорить поставку, Владимир Уйба обратился и к Татьяне Голиковой. Затронул глава Коми тему, которую достаточно часто поднимают обыватели. Мол, зачем делать прививку, если и с ней можно заболеть? Я вам говорю, что я просматриваю ежедневно информацию, которую вы и вопросы, которые вы адресовываете в Центр управления регионом. И там появилась такая новелла, ну и что толку, привились и заболели. Ну, во-первых, я рассказывал на собственном примере, что да, действительно, я привился и заболел, но при этом все-таки переболел в достаточно неосложненной форме, это очень важно. И по цифрам, чтобы вот у вас были объективные цифры, а не разговоры. У нас из 130 тысяч, о которых я сказал, привитых, у нас из числа вот этих 130 тысяч привитых 212 человек заболело. Это 0,2%, уважаемые жители республики. Причем эти 212 человек переболели либо легко, либо в средней форме, без осложнений. Соответственно, вот разговоры о том, что нет смысла прививаться, потому что все равно заболеешь, абсолютно неоправданы. Есть смысл прививаться, и он подтверждается как раз вот этой статистикой. 99% людей в стационаре сегодня – это люди, которые не получали вакцину. Тем же, кто не стал рисковать своим здоровьем и сделал прививку, глава Коми рекомендовал не расслабляться и в первое время все же быть предельно осторожными и избирательными при посещении различных мест с большим количеством людей. Известно, что вакцинация проходит в 2 этапа. Устойчивый иммунитет к ковиду формируется только после 2-й прививки. Антитела нарабатываются медленно и строго индивидуально. Все это время привитые люди тоже уязвимы.